Вот тот же Лебединый. Кладбище. По вызову на медведя. Вот. Медвежьи экскременты. Вот я ее переверну. Вот видите, остатками с помой питаются. Судя по всему, что вокруг все земля-то засохшая. Ну так-то давненько лежит. Недельку, наверное, где-то так вот. Ну такая же, но чуть посвежее. Там дальше километра полтора тоже. Ну, может 2. Вот посюда это сторонняя дорога по периметру поселка. Ну так-то вот земля такая, да, вот видите, дорога. Следов как таковых нет. Ну недавно, вчера-позавчера были дожди. Могло и смыть, если бы на песок наступил. Ну там сейчас чуть пониже спустимся и по лепу пойдем. Там-то так-то эти лужи-то есть. Хороший отпечаток найти, замерить. Ну, чтоб это процессы сравнивать следы, сколько их тут. Если один, то следы, наверное, будут одинаковые. Ну, тоже по вызову проехали. Поселок захотел. Прямо возле магазина снимали там ее во дворе там по мотоциклу или почему-то лазает. Занимаемся его поисками. Отпугнуть, так сказать. Следов как таковых не видать. Но какашка это точно егоная. Вот это после родительского дня, наверное, навещал. Ну вот видите, там всякие остатках. Как они, целлофанчик, то все. Это они, остатки еды. Ну вот на родительский день вот приходят на могилу, навещают своих родных. И вот еда остается. И вот этой едой они и питаются. Ну, нынче родительский день был рано. Он каждый год не в это приходится, не в один, не тот же день приходит. По какому-то своему календарю считают. По какому-то, ну там, Сверткивы, наверное, утверждают этот родительский день. И вот они идут, ну вот видите, вот сюда, наверное, остатки еды скидывали. Она здесь покормилась, и вот насрала. Ну, недавно совсем. Даже, я бы сказал, день-два. Вчера самое позднее. Потому что она даже вот это выветриться не успела. Видно, дождя не было. А вот тут можно посмотреть след. Ну вот что-то похожее. Вот это вот подушка лапы. Может быть, его если видишь, отпечаток не такой ясный. Сегодня с утра вроде дождь был. Что-то крапало тут. На этой стороне облака ходили. Солдаты смотрят. Так, ну ладно. Выезжаем по Нижней заехать, посмотрим. Поедем обратно. Вот. Мелкий. Да? Вот большая куча.
Мамка, наверное. Вот видите, большая куча. Это совсем недавно. Чуть ли не вчера. И вон там тоже мелкого какашки. Вот там дальше тоже, вот видите. Оттуда это крупные какашки. Вот они. Вот и нижняя дорога, мне кажется, предпочитает, да. Точно. Ходит и ходит. Ходит и ходит. Сегодня была машина. Так получается. Что делать? Тут посидеть, попробовать. Опять же, вон видишь, поселок сильно близко. Вот этот вот общага железнодорожников. Точно есть. Так, ну, придется звонить этому Нарбидонтову. Пускай лицензию выписывает. Точно посещаем, чуть ли не постоянно. Там, видишь, застарелое было, да? Там тоже где-то 2-3 дня. А вот это я бы сказал, вот совсем свежий. Ну, это самка срала, мать их не. Видите, как она посрала, еще там нассала, даже оно не высохло полностью. Это чуть ли не сегодня с утра было. Справляли нужду. Вот тут они шарились. Медведица. С пистунами, что ли? Ну, может, прошлогодний и этот тоже. Маленького тоже таскает с собой. Ну, более-менее такой отпечаток. Так, что бы там положить? Спичечный коробок. Вот так вот положим. Вот это вот краешек, ага, следа. 12-13 сантиметров. И вот. Вот она тоже в обратку ушла. Видите? Вот туда проходит. И вот по этой дороге взад-вперед ходит. Получается, это у нас лап. Кроме этого, более-менее такие отпечатки. Вот они. А тут уже эти, после дождя только мотоцикл ходил. Одинарка. Вот. 12 сантиметров. Если маленькие были, то маленьких следов что-то не видать. Это отдельно ходит. 12-13 сантиметров. Хотя могли продавить, нет? Нет, его не. Вот есть сквозь под кустами прошел. И вот эти березки наклоненные прошел. Прямо через них ломанулся на. И когда она проходила, так стояла. По-любому это березка. Ну, комары тоже мучают, наверное. А вот этот след чуть ли не 15 сантиметров. Что-то другой, что ли, тогда получается. Или это... Нет, точно другой получается. Чуть посвежее. А вот этот поменьше. Это тоже передняя лапа. Не. Что, самец-самка, что ли, ходит? А ну.
Могут. Самка про самку гоняет сами, что ли. Тогда понятно, почему пистун поселок зашел. Прямо возле магазина шарахался, который пистун. Вот там еще лужа хорошая. Там станем, посмотрим. Ну ладно, не будем спешить с заключением. Но, скорее всего, вот это вот, да. Лучший вариант, что это самец хочет сами. Вот этот след-то очень свежий, которого крупного. А это та же. Взад-вперед тоже ходила несколько раз. Она давно ходит тут. Не 4-5. Может, недельку даже ходит уже. И поменьше след, а тот сильно большой. Самец за ними, что ли, зашел. Прошлогодний 15. Тот, что ли, самец. Такие пироги. Ну ладно, дальше проедем. Это у него когти выпущены. От кого-то рванула. Наверх туда рванул. В ту сторону скачками, что ли, пошел. Видите? Два таких. И там подальше тоже есть. Скачками пошел он отсюда. Тут-то его напугал. Вот те, которые на мотоцикле. Ну так, на машине заезжать, рисковать не будем. Так, пройдем. Пешком. Вот. Если не 3, то 2 уж точно разных следа. Это поменьше, намного меньше, чем те, которые я наверху видел. Значит, он вот по этому склону. Вот по этому склону где-то километра 1,5, наверное, если не 2, до Лебединого, до поселка, где он до бабушкиных огородов заходит. Ну, за 5 лет кусты отросли. Ну да, лет 5 назад, вот машина здесь стояла. Это чуть поменьше было дерево. И вот стой. Вот ближние бровки через этот песчаный перескочили. 3 медведя. Матка с 2 пистунами. Вот их мы тут расстреляли. А видишь, как за 5 лет заросло-то. Ну, а вон поселок Лебединый. Машина. Вон по тому ключу осталось. Вот, до сюда. Пешком прошел. Так-то следов с этой стороны. Подходов сильно нет. Но, скорее всего, вот верховье это ключа, где ельник. Там днем в прохладе лежит, отсыпается. Там и водичка у него, все. И вот сюда на поселок и ходит. Это ему, 2-3 километра, не больше. Ходить-то с верховьев этого ключа. Это для него расплюнуть. Ну вот свалка старая. Но тут все твердые бытовые отходы. Там повыше свалка есть тоже. Ну туда иногда кидаю. Ну вот да. Где вот это вот торчит. Старое строение. Тут там рудник был раньше. Вот оттуда вот они. Там вот они кидают. В прошлом году там собака лежала. И лиса бегала. Вот. Скорее всего, с этой стороны подхода нет. Ну, с этой стороны подхода нет. Вот. Потом мы этому, как его, потом хребту вот оттуда заходит.
Скорее всего. Ну, ту дорогу караулить надо. Как-то взад-вперед по ней ездить. Сидеть там. Приваду бы кинуть. В той области. От той области и заходят медведи. Ну ладно. Уже 8 час. Надо уже место находить, идти. Вот, следы медвежонка. Прошлогодний. Так вот. Судя по всему, что он на снегу. Эй, как его. На песке. И это. Вот этот вот пестун ходит. Или их двое, или 2 раза по одному и тому же месту проходил. Вот посюда, на одну сторону. Этот-то маленький, может быть, в этих озерах и лежит, сволочь. Не хрен делать. Вот здесь, говорят, очень большое озеро было. А потом дамбу прорвало и ее унесло. Но тут озерки остались. 3-4 озерка даже есть. Пестун. Вот, ага, скачками шел. Тут что-то он очень много взад-вперед бегал по этой стороне. Вон там вот эти следы, двойной след. Короче, сюда не шарится. Вот туда шел след, оттуда шел след. А вот это вот крупный, который след мы наверху видели. В одиночку ходит. Может, он уже передавил этих маленьких-то. Ну, с медвежатами точно тут есть. Или она с медвежатами, или этот большой сам мамку гоняет. Эти оторвались от него, от нее, то есть без присмотра, беспризорничают, короче, вот и залазят в поселок. Так вот. Вот следы медведя, который по WhatsApp шороху навел. Вот так, насколько мы видим, да, где-то сантиметров 11-12 ширины след, передняя лапа. Вот тоже отпечаток. 12 уж точно есть. Вот он посюда прошел. И вот, как видите, вон там вот мусор. Туда через этот забор пролез. Ну а за забором магазин этот. Ну как по названию не знаю. Там. Но работает, короче. Вывески снаружи нет. А это поселок Лебединый. Тут заброшенные дома. А там. Вот так-то здесь народу так-то много живет. А. Вот отсюда метров 200 детская площадка, 500 администрация поселка. И вот зашел он. И шороху навел. Вот. Этот где-то под 100 килограмм, 70-80-то весит, наверное, раз уж так наступает. Вот я наступаю, а вот он наступил. Это буквально на днях.
Пару дней назад был он здесь. Ну вот, чтобы не приваживать медведя, да? Ладно, ну вот это здесь у них, как она, пекарня, не пекарня, всякие там что-то готовят. Ну вот, видать, там у них это есть, ну куда сливать отходы-то. Переливает, видать, сюда выливается. Вот медведь-то в это время года голодный. Он с той стороны прошел. Ага. И когда вот его отсюда шуганули, в 4 часу 15:36, согласно записи видеокамер, был. Вот. Мусор. Здесь он калитку открыл. И давай с той стороны. Вот. Стоит медведь на той стороне. Так ты не маленький, а? Вот он, так ты не маленький. О, в кустах ходит. Это где-то километров 5 от поселка. Естественная среда обитания. Так ты нехилый, а? Зверь. Большой. Таких там двое. Точно двое. И обеи большие медведи. На открытое бы вылез. Хорошо бы заснять. А вот есть одно темное пятно, второе темное пятно. Вот они. Чем они там питаются? Что-то едят, находят. Это матка, что ли, с маленьким. Так получается. Прошлогодним. Что-то находят, едят. Ага. Да, это пестуна. Матка с пестуном. Росток где-то, да? Вообще ноль внимания на технику, да? Вот подкрались. И что-то затухли. Нет, вроде лишь два темных в этой зелени есть.
А они не двигаются. Посидим, подождем. Успокоятся, двигаться начнут. Они не. Хрен его знает. Уже тоже что-то так и не пойму. Вот эти высокие кусты зашли. Тоже скрипели. Я осторожно так потихоньку тормозил, но все равно заскрипели маленько. Вот и ушла, видать. А может, на эти камни, на камни-то старался не шевелить. Но все равно. Дунула. Бежала. Вот там вот, эти высокие куста, последний раз ее видел. Что-то они там собирают, эти куста, чем-то кормятся. Надо будет потом обратной дороге остановиться, посмотреть.